Татарстане успешно реализуется концепция государственной национальной политики, утвержденная указом президента Татарстана от 2008 года. Это совокупность политико-правовых взглядов, ценностных ориентиров, принципов и приоритетов деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений граждан в Татарстане в сфере этнического развития и межнациональных отношений представителей народов, проживающих в Татарстане. Концепция эта определяет цель, задачи и основное направление госнациональной политики республики в сфере межнациональных отношений в создании оптимальных условий для удовлетворения этнокультурных потребностей представителей каждого народа Татарстана. Цели и задачи государственной национальной политики в Татарстане – это совершенствование правовой базы для соблюдения конституционных прав представителей всех народов в республике, содействие в их национально-культурном развитии, возрождение их языков, национальной культуры образования, этнического уклада жизни, народных промыслов и ремесел. Предусматривается позиционирование Татарстана как исторического, духовного и этнокультурного центра всего татарского народа, создание условий для интеллектуальной, экономической и иной консолидации татарских диаспор Российской Федерации и зарубежья. Это содействие созданию и функционированию национальных общественных организаций, упрочение межнациональной дружбы, мира и согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на этноконфессиональной почве, содействие развитию сотрудничества представителей проживающих в Татарстане народов, их общественных организаций с исторической родиной и аналогичными образованиями в других странах и субъектах Российской Федерации. Горы разрушаются от землетрясения, любовь и дружба от слова, гласит таджикская поговорка. Манежка Кантапога Сагра – это тревожные звоночки о подспудно зрящей межнациональной напряженности. Иные политики попустительствуют или потворствуют в фронте радикальной молодежи, делая на этом политический капитал, умело переводя социальное недовольство масс в русло национальных проблем. Неприятие гастарбайтеров в слабых мозгах иных зиждется на дремучем невежестве. Что знает о жизни народов соседей поколений с пивом в руке? К примеру, о таджиках, кроме дебильно-ржачего сериала о Равшане Чамжуте, отвратительной грязной стряпне, где две крайне глупо кривляющиеся особы неуклюже изображают гастарбайтеров, людей, кто в жизни умнее клонов СТНТ. Да будьте известны, что гастарбайтеры, в отличие от них иных наших соотечественников, в малодушном бессилии, опустивших руки и погрязших в омуте Бахуса, демонстрируют чудеса выживания. Таджикские братья стоически переносят испытания судьбы. Они мужественно выполняют священный для мусульман долг глав семейств, живя порой в непритязательных условиях, обеспечивают родных вдалеке самым необходимым. Моя цель – закрепить в сознании россиян позитив о выходцах из Таджикистана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Дагестана, внушить им в их среде немало тех, кто приносит пользу обществу, прекрасные специалисты, являющие собой образец подлинного отношения к пожилым, родителям, женам и детям. Русские, как государствообразующий народ, заслуживают особого положения на своей земле, но неправильно забывать о правах остальных этносов. Как гласит концепция государственной национальной политики Республики Татарстан, исторически на территории современного Татарстана сложился позитивный характер этноконфессиональных отношений. За столетия современного проживания психология населения сформировалась лишь устойчивые черты добрососедства, веротерпимости, межнационального согласия и сотрудничества. В наше время они закрепились в качестве прогрессивных традиций. Опора на них позволяет успешно нейтрализовать влияние негативных национально-радикальных политических тенденций, противостоять появлению экстремизма, сохраняя в республике межнациональный и межконфессиональный мир и взаимопонимание. Каждую беду надо рассматривать применительно к себе, войти в положение переносящих тяготы. Не можешь или не хочешь помочь делам, укрепить их дух, ободрить словом, по крайней мере, не надо злорадствовать, не ломать дров, сея семена межнациональной напряженности, ксенофобии. Солнце для всех народов светит одинаково. Выжить легче сообща. Наши мудрые прадеды оставили нам замечательное наследие, традицию дружбы народов. Пора закреплять права наследников этого бесценного сокровища. Пушки молчат, пока говорит народная дипломатия. Братская республика представлена в нашем городе
медработниками, педагогами, юристами. В Автограде знают и уважают замечательных врачей-специалистов из Таджикистана. Далее я перечисляю имена и фамилии этих людей. Прогуливаясь с коллегой Мартыненко по эсфоре, услышал в адрес от встречных: гости, не обижай, пожалуйста. При чьей-то некрасивой выходке вспоминаю этот наказ мудрых эсфоринцев. Татар, как и таджиков, извечно отличала высокая толерантность, терпимость к людям иных верований и культур. Свидетельство о сохранившемся в городе Булгар надгроме купцов из разных стран, ведших торг с булгарами. И, судя по всему, пришлые не оставили плохой памяти, иначе мои земляки уничтожили бы все их памятники. Как сказал мудрый и замечательный человек, представитель Общероссийской общественной организации «Союз Таджикистанцев России», уважаемый Абдулла Давлатов: надеемся, если когда-нибудь покинем землю братского татарского народа, будут вспоминать о нас хорошо. Золотые слова, достойные мудрого человека. Вероятно, именно по этому принципу жили татары Сагдианы, о которых я написал в газете «Челнинские известия». В третьей части наших видеосюжетов мы надеемся рассказать о более интересных вещах. Ознакомлю вас лишь с заголовками или подзаголовками. Вот. Просто без живого разговора любое видео воспринимается, конечно, с некоторой долей скепсиса, равнодушия. Гораздо лучше, конечно, живой разговор. Но я не исключаю того, что со временем как-нибудь мы найдем эту форму.